А вот 25 лет тому назад было постановление, и было открыто именно балетное училище, да, как самостоятельное учебное заведение. 25 лет – это дата, и дата серьезная. И я могу сказать, что, конечно, за это время огромное количество людей получило потрясающую специальность, обрело артист балета. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит заслуженный работник России и Татарстана, директор Казанского хореографического училища Татьяна Шахнина. Встречаем! Здравствуйте, Татьяна Зиновьевна! Здравствуйте, мой Спасибо, дорогой. что пожаловали к нам на вкусную программу. Спасибо большое. Я принесла вам подарок. Конфеты вдохновения. Они нам сегодня очень пригодятся. Спасибо большое. Спасибо. Шахнина Татьяна Зиновьевна, заслуженный работник культуры России и Республики Татарстан, директор Казанского хореографического училища. Родилась в Казани, окончила Казанское музыкальное училище и Казанскую государственную консерваторию по специальности музыковед. Трудовую деятельность начинала в Чебоксарской филармонии, затем работала в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Татьяна Зиновьевна была педагогом, заместителем директора в Казанском музыкальном училище имени Аухадиева, а с 2003 года директор Казанского хореографического училища. Дорогая Татьяна Зиновьевна, в начале нашей программы я бы хотел искренне от всего канала ТНВ поздравить наше любимое Казанское хореографическое училище с 25-летним юбилеем. Ура! Спасибо большое. Спасибо. Чуть позже, уверен, вы расскажете, как вы его отпраздновали и что интересного вообще происходило в нашем училище за эти годы. Ну а сейчас я хочу поделиться с вами вкусным рецептом популярного татарского блюда, которое называется перемеш. Некоторые его называют еще и бялеш или беляши. Готовится быстро, легко и, самое главное, вкусно. Руслан, ну это, знаете, кощунство пригласить директора хореографического училища и беляши делать. Но, скажу по секрету, безумно довольна, потому что знаю, очень люблю. В общем, давайте рискнем. Вдохновение у нас уже есть. Да. Итак, мы будем готовить татарские беляши с двух начинок. Первое с картошечкой, мы сделаем пюре и фарш. Я предлагаю, все-таки как человек, который каждую неделю практически работает с тестом. Слава Богу, я так нервничала, что я возьму должна это на это себя. делать. Да, а вы приготовите начинку из фарша, лука и специй. Мы раскрываем секреты. Так. Все герои, которые к нам приходят, рассказывают что-то интересное из личной жизни, что-то интересное про свою работу. Вот давайте начнем тему кулинарии. Откройте секрет. Как часто вы балуете близких, а может быть и коллег, вкусными кулинарными шедеврами? Коллег не балую вообще, только рассказами, как я хорошо готовлю, и иногда какие-то интересные рецепты предлагаю. Кстати, у меня есть один рецепт, Расскажите, пожалуйста. который уже со мной эдак лет 25, наверное. Как-то в Сочи мы отдыхали с мужем и были в ресторане под названием «Катюша». И мне очень понравилось блюдо, и называлось оно «Мясо в цахтоне». И мне показалось, что его очень легко готовить. И, собственно говоря, я попросила рецепт. И с тех пор я с этим блюдом не расстаюсь. В двух словах можете рассказать, Да. что это за рецепт? Мясо отвариваете в супе. Всегда мясной бульон. Наваристый. Да, наваристый. Берешь это мясо и мелко-мелко рубишь. Дальше кладешь его вот сюда, мясо. И дальше готовишь соус. Сметанки. Сметанки должно быть больше, чем майонеза. Вот майонез должен был быть, но чувствовать его нельзя. Дальше ты выдавливаешь немножечко чесночка. Дальше посолить, поперчить. Можно чуть-чуть кропчику. И заливаешь вот этим соусом вот это мясо. Вы знаете, в принципе, это все. Это может быть как закусочка холодная. Это может быть соединить с гречневой кашей, с картошечкой. А иногда, когда у меня была большая семья, дети еще не выросли, и в наш домик Боровой Матюшина, ну, только ленивый не заходил. Причем как бы у нас не принято было предупреждать, я иду. И вдруг набивалось народу немерено. У меня всегда были тонкие лаваши, и вот это мясо я делала за 5 минут. Вкусно, сытно, легко. И вы знаете, очень многие друзья делают сейчас вот это мясо. В общем, вот так. Попробуйте, друзья, оригинальный рецепт от Да. Татьяны Зиновьевны. Да. Запишите. Я тут не знаю, где что лежит, поэтому попрошу вас. Да, Так, мне емкость блюдо нам для того, чтобы абсолютно смешать верно. фарш, пожалуйста. Да, спасибо. И, наверное, мне бы хотелось соль, перец, если у вас Так, есть что-то еще ложечку. такое вкусненькое. Так, пожалуйста, ложечка. Здесь у нас хранится соль. Так, Так, перчик. так.
Ну и все, наверное. Смешано. Поговорили мы немножечко о кухне. Вы рассказали оригинальный вкусный грузинский рецепт. Я уверен, многие зрители попробуют его сделать. Но про татарскую кухню несколько слов. Какие блюда вот поднимают вам настроение, вдохновляют? Конечно, про татарскую кухню и балет это на самом деле, я думаю, на разных полюсах, да, находятся все? На полюсах на разных, но я в связи с другим. Дело в том, что мои внуки живут в Москве и обожают татарскую кухню. Я очень часто к ним езжу. Вот. У меня внуков много, 4, сноха татарка. Ой, и дети... Это главное счастье. Да. И, да, Делечка, вот, будь здорова. Они меня вообще не воспринимают, если я приеду без чак-чака или без иш-пишмака. Сама я не готовлю. Я знаю, где делают потрясающие совершенно чак-чаки и треугольники. И я всегда езжу вот с этими баулами, и бедный самолет Аэрофлот всегда от вас в такие запахах. ароматы, да? Не то слово. Да. Поэтому вот так вот. Сама не готовлю и думаю, уже вряд ли научусь. Есть люблю, но в качестве подарка это всегда и всюду с большой любовью и гордостью Вы знаете, преподношу. есть распространители ведь билетов там в театрах, да? А я вы распространитель распространитель татарской культуры, понимаете? Все в Москву, все в Москву. Значит так. Так, смешиваем фарш с луком. Я делаю, посмотрите, пожалуйста, вот такие шарики небольшие. Из этих шариков мы делаем лепешечки. Они будут основанием для нашего перемеча. Ой, Руслан, вы сегодня мой учитель. Тогда скажите, пожалуйста, что будет, если я возьму немножечко травки сюда? Будет, мне кажется, только оригинальнее. Да? Так, вот, пожалуйста, здесь у нас кинза Спасибо. и петрушечка. Так, Да, я думаю, если мы ее добавим, будет только сочнее. отвечаете. Ну, пару слов, Татьяна Зиновьевна, про себя. Где родились, где обучались? Хотели ли прийти к той профессии, которой на сегодняшний день владеете? Родилась давно, в городе Казань. Да, да. И все это время я живу в Казани, уезжаю только либо в командировки, либо в отпуск, никуда более. Люблю Казань очень, это для меня самый близкий, самый комфортный, самый родной город. Подписываюсь под каждым вашим словом. Закончила Казанскую государственную консерваторию. Я музыковед по профессии, я музыкант. Кстати, работала в театре, долгое время работала в музыкальном училище, аж 25 лет. Очень любила преподавать, любила учеников, и они любили меня. А потом получила нежданно-негаданно, вот уже 15 лет, приглашение возглавить хореографическое училище. Сказать, что я была удивлена этим предложением, не сказать ничего. Вот уж это... Кстати, 9 января, это гром среди ясного неба, как прозвенел звонок по телефону, и меня вызвал министр культуры вот с таким предложением. Я думаю, что если бы у меня было время подумать, день или два, наверное, я отказалась бы, потому что все у меня было замечательно. Начнем с того, что я очень любила музыкальное училище, очень любила детей, а главное... или это не главное, что я жила во дворе музыкального училища. И поэтому... Из дома на работу и домой на Не работу. то слово, это было так здорово. И у меня были открытые двери, куда всегда приходили и студенты, и педагоги. Иногда даже меня не было дома, а они сидели, у меня была небольшая кухонька. И вы знаете, вот такая близкая расположенность училища с домом, это было безумно удобно. К тому времени у меня был... джазовый клуб, и приезжали в этот клуб известные музыканты. Это и Даниил Борисович Крамер, и Игорь Бутман, и Сережа Манукян, ну и так далее. Вот. И не только, кстати, джазовые музыканты, потом и Хибла Герзмава, и, в общем, много было очень известных именитых людей. Они сидели в кухне, я всегда их вкусно очень угощала. Всегда в моем рационе были пельмени, никаких вопросов, пожалуйста. Они были вкусные. Они были Вот, вкусные. да. И приходили в это время все мои студенты, либо мои друзья-музыканты приходили в училище, давая мастер-классы. В общем, все было замечательно. И ничего не предвещало такого предложения. Переворота, да. И мне надо было дать решение тут же, буквально. Ну, что я и сделала, я подумала, а что бы не попробовать, всегда можно дать обратный ход. Все, пришла в училище, увидела очень близких, дорогих моих друзей, с которыми работала в театре.
Они тоже удивились, когда увидели меня. Ну, то есть они помогли вам войти вот в новый коллектив? Не-не-не, они сказали: Танюш, чего пришла? Я говорю: сама пока не понимаю. А потом, когда уже меня представили коллективу, то, в общем, все были удивлены, и мне хочется думать, что обрадованы. Между тем, первая начинка из фарша готова. Мы ее отложим. Попрошу приготовить вторую. Так. Опа. Пюре. Так, Будем делать классическое татарское пюре. хорошо. Картошечка, молоко сейчас подогревается. Так, Так, прошу вас. Так, а я тем временем буду раскатывать лепешечки. Наше основание для перемечей. Ну и, конечно же, задаю следующий вопрос. Сейчас мы поговорим о Казанском хореографическом училище и о том периоде, вот эти 15 лет, которые вы вместе с ним. Что интересно произошло? Какие изменения произошли в училище? Хочется поговорить и о здании, которое украшает улицу Карла Маркса, которое является одним из действительно старейших зданий нашего города. Расскажите обо всем по порядку. да. Но я бы все-таки говорила не о 15 лет, а 25, потому что это юбилей, потому что 25 лет, как возникло училище. До того это было отделение на базе музыкального училища. А вот 25 лет тому назад было постановление, и было открыто именно балетное училище, да, как самостоятельное учебное заведение. 25 лет – это дата, и дата серьезная. И я могу сказать, что, конечно, за это время огромное количество людей получило потрясающую специальность, обрело артист балета. А чуть позже было открыто и отделение народного танца. Большое количество людей, наших учеников, танцуют в различных танцевальных коллективах. И в ансамбле Александрова, и в Моисеевском, и в Гжеле, ну и в наших ансамблях. Молочко можно? Так, мы добавим уже сливочное масло, да? Да. Немножко горячего молочка. Скажите, пожалуйста, это принципиально, чтобы молочко было горячим? Потому что я что-то Конечно, это как-то... принципиально. Во-первых, чтобы и картошка не потемнела. Так, Вот. И чтобы температура сохранялась. Горячая картошка, горячее молоко. все отлично. И чтобы сливочное масло растопилось. Да, все чё? понятно. То есть столько задач. Да. Кстати, за По-моему- 25 лет сколько у нас выпускников? Есть ли статистика? Ведется? Нет, безусловно. Но я не могу сейчас сказать прямо с точности до одного, но где-то порядка 340 человек. 340 Да, человек. казалось бы, за Кстати, 25 лет. И один из этих выпускников – это моя супруга, да, которая тоже закончила Казанское хореографическое училище. И с счастьем, и с удовольствием работает актрисой балета, за что спасибо вашему училищу. Ну, а сейчас начинается самый интересный момент приготовления перемечей. Прошу начиночку выкладывать. Так, давайте эти три будут с картошечкой. Я сейчас фарш буду добавлять в центр Вот нашей так нормально? картошки. Побольше, побольше. Да, Да. И продолжаем разговор о Казанском училище. Прошу. да. Ну, я хочу сказать, что за это время, за 25 лет, построен интернат. Это такая удача и такая гордость, да, училища, потому что это не просто построено здание, это появилась возможность людям, которые живут прежде всего в каких-то далеких, отдаленных уголках, сюда тоже можно, да? Да. И побольше. Республики приехать и учиться. Понимаете, когда даже в институте нет, на самом деле, общежития, это не есть хорошо. Но это не криминал, потому что приезжают учиться уже взрослые люди, 18 лет. К нам приезжают учиться детки 10-11 лет. Ну как родители отпустят детей, если нет интерната? Родители сейчас могут отдавать детей и быть уверенными, что они под присмотром, сыты, все у них замечательно. И это, конечно, заслуга интерната. Спасибо большое. А сейчас посмотрите, пожалуйста, внимательно. Мы защипали нашу лепешечку. Вы защипали. Очень красиво. И вот такой красивый перемеш у нас получается. Сейчас попробуем сделать то же самое с картошкой. Я думаю, побольше можно чуть-чуть еще. Еще добавить. картошечки добавить. Да. Мне не жалко. Вот. Спасибо. Тогда я продолжу везде. Мгм. Продолжая разговор об училище, да, Казанское училище знают в стране и не только за рубежом, потому что наши дети танцуют уже по окончанию училища практически во всех городах России. Астрахань, Москва. Трудоустройство стопроцентное. Не то слово.
Астрахань, Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Воронеж, Америка, Германия, Швейцария, Израиль. Ну и, конечно же, наш театр оперы и балета, где 85% труппы – это наши выпускники. Это и солисты, и кордебалет. А народное отделение, я уже говорила, ансамбль Моисеева, я уже говорила, Александровский ансамбль, Гжель, Кострома, аж 12 человек танцевало. Пользуясь случаем, скажу, в этом году у нас раньше приемные экзамены. 21-22 мая двери будут открыты. Мы будем отсматривать всех детишек, которые хотят и могут учиться в Казанском хореографическом Большой училище. у вас конкурс? Конкурс есть, особенно, опять-таки, с открытием интерната, потому что приезжают люди и из Крыма, и из Якутии, из Москвы, Питера, и много очень с республики. Поэтому конкурс есть. Татьяна Зиновьевна, обратите внимание, сейчас начинается самый интересный процесс. Всё. Итак, берем наши перемечики, переворачиваем и потихонечку спускаем в кипящее масло. Также, так, давайте сейчас с мясом тоже возьмем. Тоже хочется попробовать. Так, ну попробуйте. А? Сейчас мы обжарим наши перемечи с обеих сторон и после небольшой рекламы обязательно встретимся. Татарские перемечи. Сначала приготовили начинку. Мелко нарезали репчатый лук и зелень. Затем смешали с мясным фаршем и хорошо перемешали. Для второй начинки приготовили картофельное пюре. Тесто разделили на небольшие кружочки и раскатали. На часть лепешек выложили мясную начинку, на другую – картофельную. Лепешки защипали, оставив в середине небольшое отверстие. Жарили перемечи во фритюре, опуская в масло сначала отверстием вниз. Вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Напоминаю, сегодня у нас в гостях очаровательный директор Казанского хореографического училища Татьяна Шахнина. Татьяна, спасибо, что к нам пришли. В первой части программы мы приготовили татарские перемещики. В принципе, процесс этот еще идет. Две начинки, картошка и мясо. Но я знаю, что вы хотели поделиться секретом приготовления салата. Ну да, мне кажется, должна все-таки реабилитироваться немножко и сделать такое блюдо, как весенний салат, вот овощной, чтобы придало настроение такого света, радости, предстоящего лета, яркого солнца. В общем так, все как раньше. Это салат, который делался всегда. Все здесь есть. Есть огурцы, есть редис, есть лук зеленый, есть укропчик, есть яйца. Я думаю, все есть для того, чтобы начать делать салат. Татьяна Зиновьевна, расскажите, пожалуйста, как отметили юбилей училища? Все-таки 25, дата серьезная. Да, дата серьезная. Значит, 25 лет нам исполнилось 1 марта. Вот. Этот день был, безусловно, для нас очень праздничный. Пришли близкие люди, друзья, бывший директор училища, наши учредители, городские власти. Поздравили нас, была торжественная линейка, вручили нашим... Все это происходило в училище? Все это происходило в училище. Прям поздравили нас. Было много цветов, улыбок, было очень много приятных, теплых слов. Потом мы решили сделать веселый капустник. Но основное такое юбилейное мероприятие будет впереди. 19 мая на сцене театра оперы и балета в рамках Нуриевского фестиваля будет наш гала-концерт. Готовятся приехать на этот концерт и выступить наши бывшие ученики. Приедет Виктория Капитонова из Швейцарии, из Будапешта приедет Ермоленко Кирилл, приедет моя ученица, которую я очень-очень люблю, Машенька Стец из Астрахани. Она, кстати, 30 апреля, в День танца, получит престижную премию. Это уже известный факт, поэтому я могу озвучить. Балета «Душа танца». И будет на сцене театра Станиславского в Москве вручена эта премия. Да, это очень... И для нас это очень почетно, потому что это наша выпускница. Приедет мальчик из Америки. В общем, мне кажется, что концерт будет очень даже интересным. Второй концерт, тоже в продолжении юбилея, будет уже в июне, 9 июня. Там будет выступать только наша школа, без приглашенных выпускников.
Но чем интересен этот концерт, помимо всего прочего, что это будут интересные номера, ставшие уже традицией, на этой сцене в этот самый вечер будут вручаться дипломы выпускникам Казанского хореографического училища. А в фойе театра будут выступать наши маленькие лебеди, очаровательные 4, 5, 6-леток детки, которые, невзирая на свою молодость, полюбили балет, полюбили школу и не представляют себе жизни без школы. Про наш салатик мы покрошили редис, покрошили огурчики. Так, яйца у нас сегодня 2 вида. Это куриные перепелиные. Перепелиными мне хочется украсить. Будем украшать? Да. Хорошо, хорошо. Татьяна Зиновьевна, я уверен, вы подтвердите мои слова, что такие успехи училища, да, это, конечно же, заслуга вашего коллектива. Пару слов скажите, пожалуйста, о своих коллегах. Естественно, я могу говорить не пару слов, очень долго, потому что коллектив у нас уникальный, безусловно. Потому что в каком коллективе, какого учебного заведения столько заслуженных народных артистов, столько людей, которые прошли долгий путь на сцене с такой прекрасной, красивой артистической карьерой. Поэтому мне хочется каждому из них сказать огромное спасибо. Так, вы скажите спасибо, я помешаю салатик. Давайте, Да. скажу. Ирина Шарифовна Хантимирова, Виталий Николаевич Бартяков, Сания Хасановна Хантимирова, а там Хакимова была, Ольга Александровна Бородина, Ольга Анатольевна Зарипова, Лиханов Евгений Александрович, Марина Инвернова Миноглы, Вера Михайловна Закамская, елки-палки. Я, как знаете, мне это напоминает нашу передачу, знаете, «Поле чудес». Прошу передать приветы, вот это все. Поэтому я очень боюсь кого-то пропустить. Все знают, все мои педагоги уважаемые знают, как я безмерно их уважаю, вот, как безмерно им благодарна. И желаю им, конечно, безусловно, здоровья и радости, и успеха. Всем вам большой привет. Накрываем на стол. Весенний салат. Огурец, редис, зелень и отваренные вкрутую куриные яйца покрошили, посолили, поперчили, приправили майонезом или сметаной, перемешали и украсили салат половинками перепелиных яиц. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Татьяна Зиновьевна, посмотрите, какой красивый праздничный стол у нас получился. Великолепно. Конечно же, это не стол, я думаю, для артистов балета, да, но хотя Иногда. вот, можно себя побаловать. Конечно. Что мы и сделаем? Приятного аппетита. Предлагаю начать с татарских перемечей. А так как я не артист балета, я это легко делаю и с удовольствием. Песня. Приятного аппетита, я буду хлопать. Перемечи получились красивыми, сочными. В общем, настоящими татарскими перемечами. Мы молодцы. Мы молодцы. Ну а сейчас мы попробуем классический весенний и легкий салатик. Да. Прошу вас. Прошу вас. Весна идет. Вкус детства. И главное, как мне кажется, этот легкий весенний салатик – идеальное дополнение к нашим перемечам. Мы с вами просто спелись прекрасно. На этом сегодняшний выпуск нашей программы подошел к концу. Вам большое спасибо. Нашему и вашему любимому училищу творческих успехов, новых юбилеев и самых талантливых артистов. Спасибо. А мне в Международный день танца хочется поздравить всех, кто танцует, кто любит танцевать, кто любит балет. В общем, всех-всех-всех с великолепным праздником, с Международным днем танца. Танцуйте, друзья, и иногда балуйте себя вот такими кулинарными шедеврами. Это была программа «Секретной татарской кухни». Пока-пока. Рахмет.